В эфире новости экономики на Якутия-24. Здравствуйте. Регионам могут упростить реализацию совместных проектов. Этому помогут так называемые горизонтальные субсидии. Соответствующий законопроект одобрил Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам. Горизонтальные субсидии подразумевают востребованный механизм, который может быть использован при реализации межрегиональных проектов, например, при строительстве крупных объектов. Отмечается, что регионы смогут устанавливать объемы субсидий своими законами. Кроме того, документ уточняет параметры межбюджетных трансфертов и порядок их предоставления. Законопроект также предполагает введение персональной ответственности руководства регионов за нарушение финансовой дисциплины. Самолетостроительная компания «Боинг» получила во втором квартале 2019 года чистый убыток почти в $3 миллиарда США. Компания связала убыток с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 МАКС. Убыток без учета разовых факторов составил $5.82 на акцию. Квартальная выручка «Боинг» упала на 35%, но оказалась лучше среднего прогноза аналитиков. Расходы на выплаты различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 МАКС сократили квартальную выручку компании на $5 миллиардов 600 миллионов США, а чистую прибыль на $8 миллиардов 740 миллионов США. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о снижении налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды, включая виноград, с 20% до 10%. Если его одобрят сенаторы и президент, он может вступить в силу с 1 октября. За счет снижения ставки налога парламентарии рассчитывают помочь отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на разработку технологий для наращивания производства. Льготная ставка НДС в 10% распространяется в том числе на мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, растительные масла, маргарин, сахар, соль, зерно, комбикорм, хлеб и хлебобулочные изделия, а также рыбу, морепродукты, детское и диабетическое питание и овощи. Компания «Мечел» представила банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложила перенести погашение основного долга на 2 года. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Он уточнил, что это предложение от «Мечела» поступило в июне. Сбербанк изучит новую финансовую модель, затем дождется подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о том, что они готовы на отсрочку. И после этого определится, соглашаться ли на реструктуризацию долгов компании. На конец мая задолженность «Мечела» по основному долгу перед Сбербанком и ВТБ и Газпромбанком составляла 347,5 миллиардов рублей. На конец марта чистый долг компании без пений и штрафов составлял 411 миллиардов рублей. Напомню, «Мечел» был на грани банкротства. В 2017 году компания договорилась с банками о реструктуризации и выплате всего долга равными долями в течение 2020-2022 годов. Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании «Нильсон». Эксперты проанализировали продажи непродовольственных товаров потребительского спроса с июня 2018 по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А продажи стирального порошка за этот период в натуральном выражении сократились на 6%, чистящих средств на 3,8%. Снижение продаж также наблюдается в сегменте косметики и средств гигиены. Перейдем к экономическим новостям Якутии. Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в республике потребует 1,5 миллиарда рублей. На эти средства предполагается оборудовать свыше 7 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО и приобрести 18,5 тысяч контейнеров. Также для организации перевозки отходов необходимо приобрести 420 единиц спецтехники. В данное время разрабатываются проекты по строительству объектов обработки и размещения отходов в Якутске, Мирном, Вилюйске и Нюрбе, а также в Нижнем Бестяхе, Депутатском и Мае. В преддверии Восточного экономического форума правительство Якутии 29 и 30 июля проводит выездную сессию, посвященную вкладу международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России. Ожидается, что участие в выездной сессии примут руководители федеральных министерств и ведомств, представители регионов Дальнего Востока, топ-менеджеры госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, в том числе из Японии, Китая и Кореи. Они обсудят вопросы кредитования регионов, полученных
получения займа международных банков развития, а также обменяются опытом реализации инвестиционных проектов. В сентябре этого года во Владивостоке в 5-й раз пройдет Восточный экономический форум. На его площадке будут предоставлены результаты экономического и социального развития Дальнего Востока за прошедшие 5 лет. Это были все новости экономики на Якутия-24. Мы продолжаем следить за экономическими событиями в стране и в мире.